некий мужчина убеждает ребенка, что это нужно для его же благополучия. О том, что звонят злоумышленники, понять несложно. Вот только не все дети это понимают. Доверчивые. В этом случае удалось избежать худшего сценария. Рядом оказалась мама. Уберегла, подсказала, она же и записала этот телефонный разговор. Огонь, задуй! Задуй огонь! Зачем? А зачем тебе огонь? Он же горячий. Задувай его. Дай бог пожар будет. Хорошо. Задул огонь? А я сейчас хочу, чтобы наш дом сгорел. Ты хочешь, чтобы дом сгорел? Да. Зачем ты хочешь, чтобы твой дом сгорел? А где ты жить будешь? Ну вы же так хотите. Я хочу тебе помочь, ты понимаешь? В последнее время подобные звонки детям участились в российских регионах. К примеру, это видео активно распространилось накануне. Именно поэтому очень важно оградить детей от воздействия телефонных террористов. И тем более объяснить, что действовать по указаниям незнакомых людей неправильно. Профилактические беседы проводятся во всех школах. Мы постоянно проводим беседы с детьми на тему безопасности. Всегда говорим, с незнакомого номера, если звонят, трубку не брать. Наши дети, в принципе, умные. Они сами рассказывают, если увидят что-то новое в сети, рассказывают, что так делать нельзя. И постоянно мы об этом их предупреждаем. В сети предполагают, что анонимные звонки на телефоны российских школьников могут поступать от диверсантов. Но даже без этого дети понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. В микроволновку нельзя ложить, например, ложку, потому что она может взорваться. А если они что-то с газом говорят сделать? Тогда это не надо делать, их нельзя слушать, они могут врать. Если мне кто-то звонит и говорит что-то делать плохое, я никогда их не слушаю и сразу сбрасываю звонок. После этого я звоню маме или папе. На такие звонки, мне кажется, лучше вообще не надо отвечать. Просто берем, даже если в крайнем случае берем, слушаем, кто говорит, ничего не говорит, все выключаем. Такие беседы с ними ведут не только учителя, а в первую очередь родители. Я наслышана о теме, что некий человек звонит детям и предлагает какие-то нелепые вещи вытворять дома, включить микроволновку, газ и так далее. У моих детей есть телефоны для средства связи со мной. Я объясняю детям и в школе, где я работаю, и дома своим детям, что незнакомые номера брать нельзя. Вот все контакты, которые нужны, они у вас в телефоне вбиты уже. Кто вам будет звонить? Мама, папа, бабушка и все, в принципе. Они не отвечают на звонки, точно так же на улице. Они сами у меня добираются до дома, тоже постоянно. Но нельзя забывать, нельзя уставать постоянно говорить с детьми об этом. Одно дело говорить, другое проверить. Мы решили позвонить ребенку и представиться другом семьи, таким образом узнав, как он себя поведет. Естественно, заведомо предупредив маму и попросив ее подыграть. Алло. Алло, меня слышно? Да, просто не взяли трубку. Впрочем, такой неразговорчивости дочери мама может только порадоваться. Пожара из-за детской наивности и доверчивости в семье точно могут не бояться. Сегодня в республике не зарегистрировано ни одного такого случая. В случае пожара необходимо позвонить по номеру 101 на мобильной, 112, также дозваниваемся, это единая дежурная диспетчерская служба, не торопясь, четко, фамилия, имя, отчество, рассказать номер телефона и что горит и как горит, и адрес, что был. Если выход из дома, например, если это несовершеннолетний ребенок, он также телефон имеет, дозвониться обязательно по этому номеру, сказать, что у него выход отрезан огнем, этому ребенку необходимо пройти крайнее помещение, открыть окна и звать на помощь. В общем, важно понимать, дети доверчивы, поэтому не будет лишним еще раз обсудить с ребенком правила безопасного обращения с бытовым газом, а также то, что звонки принимать можно только со знакомых сохраненных номеров. Но если такой все же поступил, обращайтесь сразу же в полицию. Хава Гагиева, Мухаммад Дарсигов, Магаз 24.